Что не так с системой медицинского страхования в Казахстане? В этом выпуске поделюсь личным опытом. Я решил проверить, какая сумма отчислений была сделана в фонд за мой счет и благодаря мне. Я поясню, в чем разница. За мой счет – это мои собственные взносы, а благодаря мне – это суммы, которые получил ФМС от моего работодателя. К сожалению, на сайте фонда нет личного кабинета, где можно было бы получить информацию, сколько начислено, а сколько потрачено, но информация о начислениях есть в ЕГОВ в специальном разделе. Правда, и в нем не удается задать период отчислений, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. Мне система по умолчанию предложила выписку с 18 марта 2022 года, хотя я участник обязательного социального медицинского страхования с 1 января 2020 года. Но, видимо, в правительстве придерживаются стратегии «что было, то было». Общую сумму также необходимо посчитать самостоятельно. Вооружаемся калькулятором и складываем все взносы и отчисления. У меня получилось 220 415 тенге. Столько было выплачено фонду меньше, чем за год. Что из медицинских услуг я получил в поликлиниках? Это тоже можно проверить в Домумед. Список небольшой, лишь прививка от ковид и рентген грудной клетки. Пройти эти две процедуры можно и в частных клиниках. Вакцинация будет стоить порядка 5000 тенге, флюорография от 2 до 5. У меня бы осталось еще 200 тысяч тенге. Так зачем же надо было платить больше? Ответ: положено по закону. Меня зовут Иван Тулинов, и у меня все сжег. Конечно, можно привести примеры, когда и 200 тысяч тенге за лечение за год может быть ничтожно мало. Но я привел лишь свой личный пример, который у меня вызывает недоумение. Точно так же, как и кампания по прикреплению к любой поликлинике. 3 года назад эта идея казалась прорывной в системе здравоохранения, так как пациент может сам выбирать, где получать медицинские услуги – в городской поликлинике или в частном медицинском центре. На деле же выяснилось, что свобода выбора не более чем иллюзия. Я 3 года тестировал систему, и за это время выяснилось, что в частных клиниках пациенты поделены на 2 категории. Тех, кто покупает страховку непосредственно в этой клинике, и тех, кто застрахован в фонде и получает услуги по ОСМС. Первая категория людей может рассчитывать действительно на высокий уровень обслуживания. Они попадают к квалифицированным специалистам, и время приема для них доступно практически всегда. Тот же, кто обращается через систему государственного медстрахования, может рассчитывать в основном на прием терапевта. А если требуется узкий специалист, человека направят не к врачу этого медцентра, а в городскую поликлинику, с которой заключен договор. Как правило, эта поликлиника не та, что рядом с домом, а где-нибудь на окраине города. Чтобы записаться на прием к врачу, нужно дозвониться в регистратуру, найти свободное окошко и дождаться дня приема. Пока доберешься до места приема, вопрос здоровья как-то отпадает сам собой. Потому что человек либо находит платный вариант, либо он перестает чувствовать недомогание, либо недомогание пытается игнорироваться, что, впрочем-то, может привести к более серьезным последствиям. Напишите в комментариях под этим видео о том, с чем вы сталкивались при обращении к врачам через систему ОСМС, сколько дней или месяцев ждете или находились в очереди, и заметили ли вы изменения в системе здравоохранения при появлении единого фонда. После всех попыток получить хоть какое-то обслуживание в частных клиниках, я принял решение вернуться обратно в городскую поликлинику по месту жительства, чтобы в случае чего найти всех узких специалистов в одном месте. Но и тут пользователя медуслугами подстерегает неприятность. Программа прикрепления действует только осенью в течение 2 месяцев, а упустив эту возможность, остается лишь дождаться следующего года. Я жду следующего года. Как жители страны оценивают уровень медицины и что думают об обязательном медстраховании, выяснили мои коллеги. В случае болезни вы обращаетесь в частную клинику платную или в государственную по прописке? Иногда в частную, иногда в государственную. Ну, когда нет возможности пройти в государственное, когда большие очереди, невозможно к какому-то специалисту, тогда я иду в частную. Если рана и травма, то государственную, а если заболею, там, пневмония или ангина, я дома буду. Ой, смотря какой врач. Я пойду только к своим врачам, кого знаю. Они в частных. В частную. Почему? Ну, потому что я им больше доверяю. Я обращаюсь часто в бесплатную клинику, но это из-за того, что у меня денег нету. А так, доверие, конечно, платная клиника, потому что там все оборудование уже современное, все дела. Я не знаю, частники это же коммерсанты. К ним как бы доверия нету, я не знаю. Да и уровень сейчас знаний таких медиков нету. Государственную. Ну, частную дорого, потому что... А у меня страховка, я в Интертиче, поэтому только в частную. Это не потому, что я не доверяю врачам в государственных клиниках, просто как-то по привычке, видимо, уже. Вообще стараюсь
сам лечиться. Бывает, что с финансами не очень. А если есть финансы, то, конечно, лучше в частную. Система медстрахования в Казахстане работает всего 3 года. Есть эксперты, которые считают, что ее уже нужно реформировать. А есть те, кто уверен, что ОСМС нужно еще как следует обкатать. То есть контролирующим органам необходимо проверять качество предоставляемых медуслуг и в целом следить за тем, как центры справляются со взятыми на себя обязательствами. К примеру, в США принято покупать медицинскую страховку, потому что обычный поход к врачу обойдется в $150. Диагностика и сдача анализов будет стоить $700, это 300 тысяч тенге. Если нужна операция, то ценник увеличится как минимум до 25 тысяч. В тенге это 10 миллионов. Таким образом, на медицинские услуги без страховки у среднестатистического американца может уйти большая часть заработной платы. В Канаде и Великобритании действует почти схожая система госмедстрахования, но чтобы получить доступ к квалифицированным услугам врачей, придется купить добровольную медицинскую страховку. Во Франции у 90% населения есть обязательная медицинская страховка. Если полиса нет, то за поход к врачу придется раскошелиться. Прием стоит около 130 тысяч тенге. Вызов скорой помощи обойдется в 80 тысяч в казахстанской валюте. Тут, конечно, нужно понимать разницу в зарплатах. В среднем медицинские расходы без страховки в таких странах составляют четверть от средней ежемесячной зарплаты. По итогам 10 месяцев прошлого года в качестве взносов и отчислений в фонд медицинского страхования было направлено 823 миллиарда тенге. 300 миллиардов отчислили работодатели и столько же было направлено из госбюджета для страховки людей из льготных категорий. Остальные 200 миллиардов внесли трудящиеся по договорам ГПХ, индивидуальные предприниматели, самозанятые и самостоятельные плательщики. К слову, есть и те, кто добровольно решил получить государственную медицинскую страховку. Это новый инструмент, действующий с сентября прошлого года. Он позволяет войти в систему медстрахования при внесении оплаты за будущие 12 месяцев. 2600 граждан воспользовались такой возможностью. Тем не менее, пока ОСМС в Казахстане воспринимается как дополнительный налог, так как не платить его нельзя, запрещено законом, а при оплате человек получает минимум услуг. В стране уже пытались ввести систему медицинского страхования в 90-х годах. Правда, просуществовала она совсем недолго. Экс-глава фонда Талапкер Иманбаев вошел в историю страны как символ крушения этой системы. В 1998-м он покинул пределы Казахстана, а в 2001-м его заочно приговорили к 9 годам лишения свободы за хищение денег. Куда они в итоге делись, история умалчивает. Сам же обвиняемый утверждает, что все осталось в Казахстане и за границу не вывозилось. Нынешний фонд также регулярно сопровождают скандалы. Жена экс-главы ФМС хвасталась покупками супруга, среди которых был шикарный особняк и 12 автомобилей. Его, к слову, уволили. Из последних – задержание бывшего директора филиала по Мангистауской области. При его управлении в областном отделении выявили факты мнимой медицинской помощи. Тут и напрашивается вопрос. Фонд медицинского страхования – это все же благо или очередная кормушка для чиновников? У меня все сжег, еще увидимся.